Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что резко поменяется со дня на день. Будем смотреть на ближайшие 2-3 дня. Загадайте, пожалуйста, на себя. И пусть важная и нужная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, какой-то человечек бежит в вашу сторону, что-то вам несет. Вот бы денежки, да? Вот денежки нужны всем. Ну, у кого-то денежки отыграются, у кого-то отыграются угощения, у кого-то важные и нужные вести, у кого-то, может быть, даже подарочек. Видите, вот бежит человечек, бежит в вашу сторону. Что-то вам скоро принесут. Если у вас еще тем более гостей давно не было, вот точно у вас отыграется. Человек бежит прям в припрыжку, бежит, торопится, несет что-то вот прям либо крупное, либо большое, либо ценное. В общем, встречайте, принимайте. Тут у вас и разговорчик состоится, и вы довольны будете, да, довольны, что человечек этот пришел, что принес, да, а не пришел просить. Ну, что есть, то есть. Встречайте гостей, еще раз повторюсь. Дальше. Вижу, что кто-то с моноколеса сойдет. Моноколесо обычно показывает людей эгоистов, людей, которые думают и пекутся только лишь о себе, о своей шкурке. Этот человек давно катается на этом колесе, судя по всему, и вы уже от этого человека ничегошеньки не ждете. То есть, ну, как приняли эту ситуацию, смирились, либо в принципе думаете, какая разница, ничего мне от тебя не надо. То есть этот человек с моноколеса слезает и, ну, во-первых, удивит очень сильно, во-вторых, я так понимаю, что-то вот сделает важное, нужное, полезное, ценное, не только для себя, но и для вас, и для других людей. То есть это как, ну, радость, да, неожиданная радость, что человек наконец-таки не только вот для себя делает, но и для других постарался. Ну, слез, слава богу, главное, чтобы назад не залазил, скажите, да? А то опять будет не очень приятненько. Дальше мужчина, 2 рыбки в руках. Одна, значит, в правой, другая в левой. Рыбки небольшие, но тем не менее. Рыбки – это доход, рыбки – это прибыль, рыбки – это денежка. Именно мужчина. Это ваш мужчина, вы ли мужчина, смотрите мою отсыпку. Ну, либо, в принципе, может, клиент мужчина придет, заплатит цену и еще и сверху накинет в виде, там, я не знаю, награды, чаевых. Мужчина, конечно, тут молодец. Если заработает, вообще умничка. Если чаевые даст, либо просто вам денежку даст больше, например, чем обещал. Ну, прекрасно, просто прекрасно. Так, еще вижу, что вы для кого-то что-то сделаете, и человек вам будет чрезмерно благодарен. То есть вы можете человеку что-то дать, помочь, подсказать, рассказать, предупредить. Ну вот какой-то такой момент идет. Момент добра с вашей стороны. Человек благодарен настолько, что даже за вас, вот не знаю, помолится, да? Боженьку попросит, чтобы вас защищали. Очень трогательная картинка, как вы делаете добро, и люди, вот кому вы делаете добро, вам за это очень сильно благодарны. Хороший знак. С чистого листа вы за что-то возьметесь, вот как будто бы что-то новое. Новое, чего раньше никогда не пробовали, чего раньше никогда не было. С левой стороны буква А. Страшно, будет немножечко, знаете, там трусить, да, ножки будут труситься, ручки будут труситься, но тем не менее, вот за что-то новое беретесь. Сначала переживаете, а потом прям как втянетесь и за уши не оттянешь. Прям понравится, вам это понравится. Новое дело, новое там хобби, может быть, новое ответственное задание. Вот за что-то новое беретесь. Еще, мои хорошие, вижу, что вы будете ознакомливаться с какими-то то ли правилами, то ли инструкциями, то ли законами. В
В общем, что-то вдумчиво будете читать, изучать. Вам сложно будет, даже голова может разболеться, да, ну потому что там, может, мелким шрифтом, либо какие-то сложные слова, там, терминология, да, а ну пойди разбери, что там написано. Но, тем не менее, это важно, это нужно. Вот как несколько раз будете перечитывать, либо даже у кого-то будете спрашивать, либо уточнять, да, что конкретно там имеется в виду, либо что означает именно вот этот специфический термин. Дальше, мои хорошие, звонок у вас вижу. До вас кто-то дозвонится, и у вас состоится разговор. Разговор достаточно волнительный, да, там человек вам будет рассказывать о чем-то. Вы за этого человека, скорее всего, переживать станете, ну, либо волноваться будете. Человеку нужно заручиться то ли вашей поддержкой, то ли вашим добрым словом. Да? Для этого человека с вами будет созваниваться. Вы для этого человека очень важны. Важно ваше одобрение, либо даже ваше благословение. Как-то так идет. Кто у меня в паре в браке? Мужчина может задерживаться. Если смотрит меня мужчина, то мужчина будет задерживаться на работе, там, не знаю, дела, командировки. Если мужчина смотрит, то женщина будет очень много времени проводить на работе, либо с головой уходить в работу. То есть если у вас назначены какие-то там романтические моменты, либо вы вместе хотели что-то сделать важное, нужное, полезное, то, скорее всего, придется отложить. Ну, работа все-таки, да, деньги приносит, работа — это карьера, работа — это развитие, поэтому, да, придется потерпеть. Вот, девушкам придется потерпеть, ну, либо мужчинам придется потерпеть, опять же, смотря кто смотрит. Человек не просто праздное время проводит, не гуляет, не развлекается, а действительно делом занят. Ну, кто работает, достоин уважения, как минимум, да. Еще у вас вижу какую-то очень тощую птицу, худая птица, да, прям одни косточки, перышки до косточки. Голодная птица. Кстати, птица очень похожа на хищную птицу. Как будто бы вот летела на вас, а потом резко развернулась и в обратную сторону полетела. Возможно, какой-то человек, мошенник, допустим, да, мошенник, хищник, захочет на вас поживиться, а потом передумает и резко уйдет. Либо какой-то обманщик, может, какой-то попрошайка, может, еще кто-то, да, вот неприятный человек со злобными намерениями. Но тут сразу хочу сказать, что вас ангелы уберегают и защищают. Ангелы не подпустят к вам эту птицу. Знаете, как подлетит, покружит над вами и улетит в обратную сторону. То есть какое-то удивительное событие. Вот вроде человек пришел, что-то хотел, а непонятно, что хотел, и исчез. Как будто бы ангел прогонит этого человека, не подпустит к вам. Дальше. Женщина вам крысу хочет подкинуть. Ну, по крайней мере, будет пытаться подкинуть. Вот она, женщина. А вот она, в руках у нее крыса. И знаете, она вроде эту крысу вам подкладывает, подсовывает, а эта крыса не хочет, убегает. Возможно, кого-то будут настраивать против вас, либо кого-то будут просить, чтобы за вами, там, не знаю, пошпионили, да? Чтобы там на вас поябедничали, еще что-то сделали. Но там человек не захочет. Крыса, ну, либо вас любит, ценит, уважает, ну, либо поймет, что, ну, не стоит. Да? Оно того не стоит, а то еще мало ли достанется. Знаете, что есть какая-то женщина, которая успокоиться не может, очень хочет накликать на вашу голову неприятности. Женщина вам то ли конкурентка, то ли соперница. Пока у нее ничего не получается. Ее подручные, ну, крыса — это как подручный человек, ее подводят. Да? Не хотят за нее вписываться, ввязываться, ну, вот что-то такое. Дальше. Вот здесь два человека очень сильно будут ссориться. И ссориться они будут из-за вас. Один человек вам пытается лестницу, видите, вот она лестница подставить, а другой ему это, ну, как запрещает, да, говорит, не надо, там, лестница у тебя опасная, либо без тебя обойдемся. Тут, скорее всего, как момент сцены ревности, да, кто-то вам захочет помочь, а ваш близкий, например, человек очень сильно приревнует, то есть не поймет, либо действительно там себе лишнего надумает. То есть как будто бы ссорятся из-за вас. Вам это будет неприятно. Неприятно, вы постараетесь, ну, как, успокоить этих людей, да, утихомирить этих людей. Но вот такой вот конфликтик показан. Что касается лестницы, ну, эта лестница, она, знаете, ни уму, ни сердцу. Она вроде и лестница, но какая-то слишком короткая. Смотрите, всего лишь 3 ступеньки. Благодаря такой лестнице далеко не заберешься, да, но упасть можно.
Вот. Может быть, действительно, тот, кто будет проблему устраивать, ругаться, этот человек прекрасно это видит и понимает. И тут еще и ревность, да, все вместе пришло. Возможно, человек прав, да, ваш близкий прав и не подпускает вас к другому, у кого лестница есть. Цифра 6. Вам придется кому-то помогать, причем помогать больше, чем обычно. Допустим, коллеги на работе там не справляются, запара, и будут просить вас, и вы будете помогать, и придется и за них поработать, и за себя поработать. То есть нужно будет выполнить задание. То же самое родственники могут попросить помочь. Подружка, по соседству, да, вот кому-то придется помогать. Ну, а кому-то, возможно, детям помогать со школьными заданиями, проектами, там, не знаю, домашняя работа, в конце концов, да. Ну вот 6. Вы на эту 6 не думаете, но 6 как раз-таки придет. Вообще у вас в отсыпке очень много суеты, рисунков очень много, и все очень плотно друг к другу прилегают. То есть больше, чем обычно, да, придется вот в делах быть, в заботах, в активной деятельности. Некогда будет даже вот и передохнуть, да, не то чтобы отдохнуть, просто передохнуть некогда будет. Дальше женщина веером машет, обманывает. Будьте аккуратны, женщинам не верьте, потому что женщины будут склонны обманывать, либо попытаются обмануть. Веер это вот прикрывает, да, прикрывает свою ложь. Не доверяйте на слово, проверяйте, перепроверяйте, ставьте под сомнение. Это очень важно. Мужчины ок, нормально, а вот от женщин может прийти ложь. Причем ложь, как и мелкая, так и крупная. Также, мои хорошие, я вижу чье-то свидание. Вот у кого-то будет свидание. Все пойдет не по плану. Сразу предупреждаю, но это к лучшему. Вы потом поймете, почему к лучшему. То есть, возможно, вы там договорились, либо рассчитываете, что вы пойдете там в какое-то место, заведение, да, а мужчина там возьмет, в последний момент переиграет и скажет, а мы вот едем куда-нибудь там в другое место. Вот как-то все не по плану, но это к лучшему. И вы поймете, почему. Когда уже свидание будет в полном разгаре, тогда поймете, почему. Не смотрите, не ищите знаков там, где их нет. То есть, да, вы молодец, вы все спланировали, либо вы там в голове себе все расписали, представили. Но поверьте, у судьбы другое мнение, да, другие планы на вашу пару, на ваше свидание. Не по плану, но к лучшему. Дальше. Кому-то придется от хвоста избавляться. Хвост. За вами тянется длинный тяжелый хвост. Хвост — это либо нерешенные вопросы, либо обременения, которые вы сами на себя повесили. Вот, придется, конечно, над этим хвостом поколдовать, поработать. С хвостом, конечно, не гоже жить, это тяжело, это неудобно, это некомфортно, он вам просто мешает. И вот придется потратить львиную долю времени, да, на то, чтобы от хвоста избавиться. А это будет, ой, как непросто. Да, какие-то проблемы прям не хотят решаться, не хотят от вас отставать. Дальше. Знакомый человек вас очень сильно удивит какими-то словами. Какие-то слова будут сказаны в ваш адрес, в вашу сторону. Возможно, там как-то вас заденут этими словами. Но вы очень сильно удивитесь, я бы даже сказала, шокируетесь. От кого? От этого человека вы точно этих слов не ждали. Ну, допустим, если вы женщина и смотрите эту отсыпку, то знакомый мужчина, который там давно вам знаком, вдруг заговорит о том, что вы там очень сексуальная, да, что вы такая желанная, что он там есть бедненький, трепетать начинает рядом с вами, и вы такая, фу-фу, какая гадость, может, друзья. Вот. То же самое у мужчины может отыграться. Да? Женщина, с которой вы дружите, на дружеской ноге стоите, вдруг начнет вам там всякие неприличные комплименты делать, еще и намекать многозначительно, да? На то, что она не против, а даже очень сильно за. Конфуз. Конфуз идет, и вы такая, фу, зачем? Что мне теперь с этим делать? Очень сложно будет выйти из этого разговора. Дальше, мои хорошие, что-то написанное, вы это читаете и злитесь. Злитесь, да, потому что то, что будет написано, либо это неправда, либо это какая-то глупость, и как бы у вас реакция пойдет. Смотрите, сдерживайте себя, потому что тот, кто писал, очень сильно надеялся на такую реакцию. Да? Может, это провокация в чистом виде. Может быть, это не конкретно вам адресовано. Да? Может быть, хотят спровоцировать определенный слой людей, вот, либо группу людей.
Так что не впадайте в гнев, контролируйте свои эмоции и избегайте, ну вот, каких-то реакций, действий избегайте, да. Ну вот как специально мне идет, что-то написано как специально, как провокация. Так, еще 4. Кто-то дома будет хлопотать, в семье, дома, по дому, стараться для близких, для родных, создавать уют, красоту, вкуснятину всякую, да, готовить. Прям, не знаю, удовольствие получите. Кому-то домашняя работа — это прям тягучая рутина, да, надоедливая, а кто-то прям удовольствие получит, прям понравится. Может быть, что-то новенькое будете готовить, какой-то деликатесик, либо какое-то, ну, какое-то редкое угощение, да, изысканное. Может быть, вы там шторы новые купили, будете украшать свой дом. Может, там коврик, может, еще что-то, да, вот картины, допустим. Прям приятно, вот приятно. Может, день рождения у кого-то в доме, да, и вы будете украшать там комнату к дню рождения, готовиться. Прям домашние хлопоты в какой-то веке вам удовольствие доставят. Будете очень довольны тем, что вы сделали. Там вкусно, красиво, интересно, свежо, да, вот какие-то такие эмоции. Дальше вижу, что кому-то сон приснится. Сон очень яркий и очень запоминающийся. Сон в руку, сразу говорю, да, вещий сон, сон в руку у вас идет. Вот что приснится, то и будет. И если приснится что-то, что вам не понравится, то что мы делаем? Правильно, не открывая глаз, либо не смотря в окно, не смотрите в окно, просто вот открыли глаза, в комнате темно, там шторы зашторены, либо жалюзи закрыты. Вы, еще не успев посмотреть в окно, должны проговорить: куда ночь, туда и сон. 3 раза проговорите. И также хорошо работает, когда вы открываете воду, ну, в раковине, да, там открываете воду, чтобы она сильным потоком лилась, и подставляете руку под эту воду и начинаете рассказывать свой сон. И то же самое говорите: куда ночь, туда и сон. Но только в окно смотреть нельзя. Ой, что-то я на эмоциях аж зацепила телефон. Да, смотреть нельзя в окно. Так, ну я не вижу, что тут плохое, наоборот, какой-то другой, хороший сон. Необычный, яркий такой, знаете, эмоции какие-то будут. У кого-то, может быть, даже и интимный какой-то сон. Ну вот, что приснится, то и будет. Дальше, мои хорошие. Вас кто-то на руки берет, как ребенка берет на руки, а вы сопротивляетесь. Может быть, кто-то захочет за вами поухаживать, может быть, кто-то захочет вам помочь, уделить вам время, но вы почему-то будете сопротивляться и говорить, что нет, отпусти, я не маленький ребенок, не хочу, там, да, не стоит. Может быть, вы на человека обиделись, да, и из-за этого такая реакция. Может быть, вы что-то хотите свое делать, и человек просто вот вмешивается и мешает вам. Ну, вы будете против. Хотя я сразу хочу сказать, что тот, кто берет вас на руки, ничего дурного не имеет. То есть не хочет вам что-то плохое сделать, наоборот, хочет вам помочь. И еще, мои милые, я вижу, что вы куда-то пойдете, и там какие-то неприятные люди могут быть. Неприятные в каком плане? Скандальные, громкие. Даже у кого-то отыграется вот в измененном создании, там, выпившие, допустим, да, как пример, а может быть и не только выпившие. Мои хорошие, вам то ли захочется им сделать замечания, то ли как-то вот порядок навести. Ни в коем случае. Там люди очень озлобленные, они агрессивные, а если еще действительно в измененном сознании, то лучше промолчать, лучше развернуться и уйти. Ну, допустим, вы приходите в магазинчик, а там, значит, алкашня там пытается затариться, да, и, ну, там громко кричат, ругаются, обзываются. Лучше, ну, не знаю, полицию вызвать в крайнем случае, но самой не лезть, не вмешиваться. Даже если вы большой крепкий мужчина, все равно не стоит оно того. Вот, ну, во избежание, да, всяких негативных последствий лучше этого не делать. Пусть это делают те, кому положено, да, правоохранительные органы. Ну, либо это охрана, да, вот во многих магазинах, там, торговых центрах есть охрана. Вот, зовите их, и все, пусть они разбираются. Так, еще конфеты кто-то будет кушать. Конфеты, да, может быть, в прямом смысле слова какие-то там обалденно вкусные конфеты купите. А у кого-то отыграются конфеты как
какие-то радостные события, да, их несколько будет. Возможно, они будут подряд, возможно, они будут в разное время, но тем не менее, вот вы кушаете и удовольствие получаете, да, от хороших событий, либо действительно от каких-то очень вкусных конфет. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.